Аж пакеты не выдерживают веса медалей. Ну еще бы, такое количество наград выдержит не каждый кулек. У Александра Водоватого за годы спортивной карьеры их накопилось немало. Вот это медали, и вот их здесь 11. Это медаль чемпиона СССР. Вот такие медали, достаточно экзотические, можно их так назвать, нам вручали в Копенгагене на международных соревнованиях. Кстати, первый раз чемпионом мира я стал в Ноттингеме. Вот здесь написано Ноттингем. Родина Робин Гуда. И вот как раз таки здесь изображен на этих медалях Робин Гуд, то есть подразумевается Робин Гуд. Свои награды Александр не считал, их слишком много. Последнюю получил более 20 лет назад. О том, как все начиналось, помнит до сих пор. В 12 лет просто я жил рядом с каналом, с БЧК. И, соответственно, мальчишками мы прибегали и купались летом. И часто видели девочек, мальчиков, которые тренируются, ходят на байдарках по этому каналу. Это, естественно, нас, как говорится, заинтересовало. Мы также пошли, записались, как это раньше говорили, и начали заниматься. Сегодня знаменитый спортсмен – президент Федерации гребного спорта Кыргызской республики. Работа ответственная, взаимодействие с госагентствами, помощь молодым спортсменам приходится поддерживать даже самих тренеров. Если мы взялись бороться против чего-то, значит, надо доводить до конца. Ну вот и все, давай. И надо вот именно своими делами доказать чего-то. Ты же понял? Все, давай. Угу. Ну, наш тренер вот уже под впечатлением и говорит, я уже надоело мне все это. На тренировке даже и не успеваю, как говорится, и ребят тренировать. Тренировочная база. Здесь растят будущих чемпионов. Без Александра Павловича процесс шел бы гораздо медленнее. Решать проблемы помогает имя и спортивная закалка. Проблемы все, которые наши здесь, мы, конечно, ему доверяем, чтобы он там эти все проблемы решал на высоком уровне. Авторитет, конечно, у него есть большой. Но я думаю, что он, в принципе, ему нравится, наверное, это, потому что он активно начал. Сегодня Александр Павлович решил вспомнить былое и пройтись по воде. Да, именно пройтись. Ведь на байдарках, как и на кораблях, ходят. Главное здесь держать равновесие и правильно управлять лодкой. Механизм довольно простой. Значит, вот это называется сляйд. Гребец садится на него. Сюда ставятся ноги. Ноги ставятся вот сюда. Это называется упор. Рулевое управление посередине. И ногами спортсмен управляет. Киль двигается. То есть все достаточно просто и продумано. Когда выходишь на воду, конечно, начинает где-то что-то звучать, старое вспоминается. Хочется так зажечь, как говорится, чтобы вода в другую сторону потекла. Но, как говорится, дай дорогу молодым. Александр Павлович уступил. А сам, чтобы не терять физическую форму, играет в футбол со своими соратниками, бывшими гребцами. Детская мечта о победах на воде сбылась давным-давно. Я честно могу сказать, что буквально несколько лет назад мне перестали сниться сны. То есть, как вот я иду там на тренировку, как там что-то там тренируемся, что-то там какие-то моменты всякие рабочие. Для того, чтобы побеждать, как 10 лет назад, 20 лет назад, так и сейчас, нужно отдаваться спорту на 120%. То есть все остальные жизненные проблемы, нюансы, они там должны оставаться. Жить только одним спортом.